Невероятно красивые ковры, непременно ручной работы и обязательно из натуральной шерсти. Вот такие необычные объемные папахи. Невероятно вкусный национальный хлеб чурек. Туркменский народ и сегодня хранит красивые традиции предков. Причем не только в быту, но и в особом отношении к старшим, к родственникам, к гостям. Традиционно для восточных народов тепло. Нас встречают в гуманитарной ассоциации туркменского землячества в Поволжье. Здравствуйте, Хисель Душмедовна. Национальное достояние Туркменистана, такое ремесло, прославленное на весь мир, это ковроткачество. Да. Здесь очень много, я вижу, изделий. Все ручное. Да, выполненных вот из ковров, в какой-то технике ковровой. Расскажите, откуда все идет, какова история вот ковроткачества? Откуда идет? От всей души. Когда вот ковроткачество, потому что наши женщины, мамы, это сестры, снохи, вот все, когда вот начинает ткать, я сама вот из семьи ковроткачихи, вот мама у меня была в свое время, потом нам передавали, вот всю душу ложишь туда, это уже, это несравнимо ни с чем, даже фигурой. Говорят, вот попадая в Европу или в Америку, вот смотря на персидских, бухарских ковров, туркменские ковры, несравнимо вот ни с чем во время войны, даже всю свою душу, слезы, ожидания, все туда вот вклали. Вот это, которое ткали ковер, гигант-ковер, это достояние вот туркменского народа Туркменистана. Вот это гигант-ковер. А вот они всю душу вложили, даже слезы, которые ожидая. Вот она картинка, она на полу, станок. Вот всего лишь 4 деревяшка, и все. И основная нить вот идет. И по каждой по одной ниточке. Вот каждая по одной ниточке. Сколько раз в день, считая, вот миллион здесь, даже. Да. Вот она, вот, да, на картинке. Она уже старину, она была на полное. Прям станок на полное. А сейчас уже стойки вот из железок, из арматур. Для ковров здесь станок. 3 девушки, то есть да. Несколько женщин. Несколько. Вот и здесь, потому что вот где-то вот 3-метровый там ковер. 3 или 4 девчонки, вот и женщины вот ткут. А когда уже большой ковер, уже где-то вот 40, даже более 40, а потому что это уже гигант, большой ковер для музея. Ковры еще ведь по особой технологии делается какой-то, что не каждая шерсть подойдет, да? Овечья шерсть только, нет, не каждый. Вот из верблюдовой шерсти, вот сачак у нас делается, вот сумочки можно, когда только ткут, только из овечьего шерсти. А вот основа, это не только вот чистая шерсть, и можно на хлопковой, вот она основа, вот это из хлопка. Это как раз вот я сама ткала, маленький вот коврик. У нас даже когда первым ребенком домой к родителям, отчий дом, это приходишь, мама обязательно, родители награждают вот ребенка вот обязательно ковром. Он на ощупь такой достаточно жесткий. Сколько он служит? Наверное, долго, это долго служит. Тем более, когда уже окраска, цвет, орнамент, вот краска, тем более, когда она уже хорошая, накрашенная, вот типа как фабричная, но она еще надолго. Сколько человек можно, это до конца жизни даже служит. В стиле ковров сделаны не только сами ковры, но и какие-то элементы быта. Вот маленькие детские вот носочки, а вот короткие это чешка называется, а это вот мужская. Вот и черно-белой нитью она мужская, а эти остальные уже женские. И эти вон тюбетейки тоже. Вот она женская тюбетейка, это только маленькие девочки вот носят, а это мужская. Уже видите, вот она как. Вот она только здесь черно-белым пошла, а здесь уже разной оттенкой, разными цветами. Кошелек, дамский кошелек, тоже она. То есть на станке. Он тоже как ковер, вот да, такой да, красивый, ворсом, приятный на ощупь. Да, ворсом. Тоже ткут. Раз уж мы заговорили про головные уборы, вот потрясающий головной убор туркменский. Из овечьей шерсти. Да, вот он из овечьей шерсти делается. Удивительно, в Туркменистане очень жарко. Жарко, да. От жары она спасает. От жары она спасает. Она легко. Вот и таким там, образом. И там прохладно. Даже вот
внутри, даже вот тюбетейку, тахью одевает, иногда вот замачивает, вот прям холодной водой, и прям на голову одевает, и сверху эту папаху. Тем более, где вот пасут в открытом поле, вот баранов, там скотов вот спасут, их очень хорошо вот от жары спасает. И зеленый чай обязательно. У туркмен популярно было скотоводство, пастушество, и оказывается, я вычитала, что даже популярную сейчас собаку, среднеазиатскую овчарку Собака алабай, да, алабай. именно в Туркменистане вывели. Да, правда? да, чистая алабай. А здесь она уже крещена, уже типа как кавказском, и этим уже не чистые алабай. Они уже, как говорится, дом охраняет и друг человека, вот алабай. Через границу это самый ценный Туркменистана достоинство: ковер, конь и алабай. То есть 3 таких Да, символа. 3, да, это уже не можем вывозить из границы. То есть ковер и собак, и коней нельзя вывезти да, за пределы нет, Туркменистана? нельзя. Еще одно богатство туркменского народа – это музыка, которая в жизни вот, туркмена имеет какое-то особое значение. Расскажите, почему и что за особенная такая музыка? Особенная музыка, она потому что прям в сердце, вот, даже вот в словах невозможно объяснить каждого этого, даже в горе, даже в радости. У туркменского народа есть еще одно достояние – это поэзия. Мы без поэзии, без музыки никак. Мы каждый год вот нашего там поэта народного туркменского Махтумкулы Праги вот 18 мая отмечаем праздник, где Дом дружбы народов. Наши дети уже готовятся и по-русскому, и по-туркменскому, и танцы, и там маленькие миниатюры. Вот даже у нас вот дети стихи Махтумкулы вот прочитают. Ceyhun bilen bahri hazır arası, çöl üstünden avsır yeli Türkmenin, gül günçüsü garı gözüm garısı, gar dağdın enersi yeli Türkmenin, hak sılınır vardır onun sayısı, çırpınışır çölünde ineri mayısı, rindirin güleçer yaşıl yaylısı, garp bulmuş rihanı, göl Türkmenin. Туркменский народ очень трепетно соблюдает все традиции предков. А в Самаре как-то вот сохранилась эта связь поколений, связь времен? Как именно Да, вот происходит? мы до сих пор вот своих предков, вот свадебные обряды до сих пор и держим, вот и своим детям передаем. Вот у нас вот недавно молодожены, которые женились, вот, можем даже показать на них. Вот в комнате перед свадьбой, там уже в комнате мулла читает уже молитву для молодоженных. Это никах называется, никах. А потом только самые близкие 2-3 человека, чтобы злых глаз, чтобы оберегать их судьбу, вот союз. Только 2-3 человека в комнате вместе с муллу читают. Они вот с другой стороны там ложками, с другой стороны ножницами. Ножницы это означает злых глаз, злых всяких этих, чтобы не было, они типа как ножницы, когда вот читает, не как читает ножницы, когда вот играет, чтобы резали, вот это злых глаз, злых слов. Вот. И можем сейчас вот это вот показать. Ақ көк кийдірме, арпа чөрек идірме, ағыдыла қаптырма, тойнақла дептірме, оғыл сұрайы саңа тапшырдым, сені Құдайы тапшырдым, алың балычықларым бақытлы олың. То есть вот этот ритуал, он отгоняет всех злых духов от семьи молодой. При этом союзе, да. Потом еще вот невесту, чтобы они жили в достатке и сладко. Это мед и мука. Традиция еще есть такое уважение к старшим, она особенная. Уважают это
Младшие старших, старшие в свое время вот младших вот уважают. Это мы сейчас тоже передаем, чтобы и голос не повышать, и как родители что говорили, что это все соблюдать, все это делать. Традиционно принято принимать пищу вот так вот на полу, сидя на ковре. Это испокон веков идет. Потому что много народу, много детей. Да, когда они за не столом помещаются. тесно, Даже когда у родителей, у отчего Да. дома, когда все дети собираются уже своими детьми, уже внуки у родителей, правнуки, они все вот полный, там дастархан уже на полу стелим в больших вот залах, и это большой дастархан. То есть это для того, чтобы как можно больше человек могли собраться вот вместе. Да, вместе Да. сидеть, чтобы за столом. Как бы. А какие блюда традиционны для туркменского стола? Вот здесь я вижу лепешки и хлеб. Вот это как раз Это тут чурек. Да, знаменитый Это хлеб. чурек на дрожжевой тесте. А это петир. Это уже слоеное тесто. Туда мы уже кладем. Сначала крутое тесто делаем на молоке, а потом жир, хоть она говяжий, хоть она баранина, всякий вот жир, внутренний вот жир с луком. И заворачиваем. И заново раскатаем, и в духовке, у кого тандыр, на тандыре. Вот и печем. Это петир. А это национальное наше блюдо дограма. Туркменское из блюдо чего это дограма. сделано? Что это за блюдо? Тут мясо и это хлеб? Это хлеб крошенный и лук. Она и подается с бульоном и таким сухом виде зеленым чаем. Это такой, но уже без лука, без жира. Вот такая же слоеное тесто, там петир уже спекли. Она мелко-мелко-мелко крошится вручную. А сейчас уже сделали вот новейшая вот эта техника, станки. Вот уже лепешку туда уже пускаешь, она уже снизу крошенная. А это уже вкус абсолютно другая. А когда вручную, это уже вкус несравненно. Дограма. Поэтому она крошится, называется дограма, в переводе по-русскому это крошение. И сладости тоже, как на восточном столе, обязательно присутствуют. Это нават. Это вареный сахар. Это нават. Она всякого сорта бывает. Она лимонная, сейчас лимоном добавляет. Это вареный сахар. Это что-то вроде карамели, да? Да, да. Вместо сахара кладем чай зеленый. В Самаре была создана ассоциация туркменского землячества в Поволжье. Когда была создана? Почему возникла такая необходимость? И чем занимаетесь? Вот было создано еще в 2003 году, да, а как оформили документы в 2009. Мы, вот, у меня уже 30 лет, и они больше 20, да, через меня вот приехали, это, как мы, да, кто-то, ну, сейчас вот вокруг меня 5-6 семей дружим особенно, и детей воспитываем, как надо родной языка, хоть бы стихи учиться там, чтобы родной язык не забывали, вот. И танцуют дети, вот я рад. Традиции, обычаи, менталитет, как бы мы передаем душу. Особенно у нас женщины меня поддерживают. Они бегом бежат, когда какой-нибудь праздник, я рад. Вот, большое им спасибо, что за поддержку. Они понимают, что дети не должны где-то шататься, мотаться, это, чтобы от них польза была. Вот. Больше внимания детей. Национальные танцы Да, и да. стихи Да. разучивают. Они с удовольствием занимаются. А какие еще праздники вот вы национальные отмечаете вместе? Первое воскресенье декабря у нас вот праздник добрососедства. Это уже соседи, мы обменяемся блюдами. Это уже и в старину было, и вот при Союзе, после Союза, вот даже когда Туркменбаши было, вот и полностью внесли вот первое воскресенье декабря, это праздник добрососедства. С соседями, хоть русские, хоть узбеки, хоть татары, все равно мы обмениваемся своими блюдами, сладостями, друг к другу ходим в гости, поздравляем.
Достояние туркменского народа — это не только ковры, скакуны и собаки-лабай. Это удивительные люди, добрые, открытые, душевные. Спасибо вам огромное за такой теплый прием, за очень интересную беседу. Ну а как живут другие народы? Многонациональный Самар мы узнаем в следующих передачах. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Hoş sağ olun.